Скандал, который разгорелся в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власти хотят уничтожить нашу историю. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Представители 4 творческих организаций, в том числе Союза писателей Таджикистана, написали письмо президенту Эмомали Рахмону, призывая его предотвратить снос дома-музея Садриддина Айни в центре столицы. Я категорически вообще сноса. Согласно документам, на прошлой неделе заместитель мэра города Душанбе попросил еще в августе президента Академии наук Таджикистана организовать содействие в переносе дома-музея в другое место. При этом в мэрии пояснили, что дом-музей будет отстроен заново и будет отвечать современным требованиям. Но противники этого решения настаивают на том, чтобы место, где жил и творил в свое время сам Айни, оставалось нетронутым. Музей Айни, он герой Таджикистана первый, президент Академии наук первый, основатель таджикской советской литературы. И сносить его дом, не знаю, это неправильно. Заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Равшан Махсумзода сказал, что в письме президента попросили не сносить и не перемещать дом Устода Айни. Этот дом-музей – единственное место, где жил Садриддин Айни, которое есть в столице нашей страны. Я верю, что дом-музей служит по сей день и будет служить в деле воспитания молодого поколения и таджикскому народу в целом, пояснил он. Напоминая о заслугах Садриддина Айни в области литературы, культуры и истории, таджикские интеллигенты говорят, что любое решение о переносе дома-музея Айни в любое другое место столицы неверно. Бахром Юсуфов, председатель Союза архитекторов Таджикистана, сказал, что музей Садриддина Айни можно построить где угодно в стране, но не сам дом-музей. Я думаю, что это неправильно, потому что где дом-музей, где он жил, где он творил, где все это пропитано его духом Садриддина Айни. Садриддин Айни сам человек для таджикского народа, который имеет там золотое значение, потому что он является основоположником Таджикской республики, таджикской современной литературы. И в первую очередь снести его старый дом и где-то там на краю города построить примерно такой же в первую очередь в отношении самого Садриддина Айни, это несправедливо, это нечестно. Если они построят его в парке Айни, это не будет дом-музей, это будет просто музей. Музей может быть построен в Худжанде или еще где-либо, но дом-музей не может быть построен больше нигде, пояснил он. А как вы относитесь к этому спору? Ведь уже очень много людей высказали свое мнение, и действительно этот конфликт муссируется во многих кругах. Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. После того, как сообщения о возможном сносе дома-музея Айни в центре Душанбе появились в СМИ, мэрия прокомментировала их так, что вопрос еще окончательно не решен, и он изучается, но многие не доверяют таким сообщениям властей. В своем письме в адрес руководителя Национальной академии наук первый заместитель мэра Амирхон Курбанзода просил его оказать содействие в перемещении дома-музея в другое место. В ответ на эту просьбу Фархот Рахими, президент Академии наук Таджикистана, написал, что Академия считает целесообразным сначала построить новое здание музея Садриддин Айни в современном стиле, а затем переносить туда существующие музейные экспонаты. И именно поэтому в соцсетях не утихают споры о переносе дома-музея Садриддина Айни. На прошлой неделе таджикский политолог Парвиз Мулладжонов написал в Facebook, что дом-музей Айни – это не просто здание, а символ государства. В Самарканде есть музей Айни, и никто не думает его разрушать. Похоже, что узбеки больше заботятся о нашей культуре, чем таджики. Точно так же в Бухаре находится мавзолей Исмаила Самани, который построен в IX веке, но его тоже никто даже и не помышляет разрушать. Но дом-музей Айни в Душанбе – это еще и символ государственности, которую таджики вновь чудом получили в начале XX века. В своих произведениях и научных трудах Айни доказывал существование самостоятельной таджикской нации, ее истории и культуры и ее право на создание собственного государства. Можно сказать, что Айни вернул нашему народу историческую память и гордость за свое прошлое, которое он потерял за 1000 лет геноцида, нашествий и разрушений. Государство и нация, которые разрушают свои символы, не имеют будущего. Проживающий в Самарканде таджикский писатель Адаш Истат призвал президента Таджикистана сохранить и отреставрировать музей Садриддина Айни в Душанбе. Должны быть представлены макеты домов музеев Айни в Бухаре и Самарканде. Многие интеллигенты и писатели убеждены, что после резкой реакции общества страны в социальных сетях власти откажутся от решения о сносе и перемещении дома-музея Садриддина Айни, основателя современной таджикской литературы и героя Таджикистана.
Другие в это не верят. Власти пока достоверно не заявили, что будут делать с музеем и самим зданием. Ранее некоторые эксперты, в частности историк Гафур Шерматов, заявил, что власти специально разрушают новейшую историю таджиков под предлогом реализации генерального плана, и что в конечном итоге это станет непоправимым. Дом, который проживал Устод Айни, мы должны его беречь как зеницу ока. Поэтому из всех компетентных руководителей, архитекторов города, я убедительно прошу руководства республики, уважаемый президент и мэр города Рустам Эмомали, беречь дом, который проживал Устод Айни. Власти всегда отрицали такие утверждения, связывая все сносы исторических зданий со строительством новых, прочных и современных зданий. А какого мнения придерживаетесь вы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!